Друзья, давайте вспомним, что такое переходное прошедшее время. Это действие, которое происходит в прошлом, и происходит оно либо регулярно, либо длительный какой-то период. Вспомним формулу образования. Это основа глагола плюс суффиксы «атын», «етен», «йтын», «тен» и плюс личное окончание. Хочу напомнить, что «атын», «етен» у нас будут использоваться, если основа глагола заканчивается на согласную. Например, салу – класть, сал – основа глагола заканчивается на согласную. Сату – продавать, сад – основа глагола заканчивается на т согласную. Ну а если основа глагола будет заканчиваться на гласную, например, ел – кушать, же – основа заканчивается на гласную е, женау – собирать, жена – это основа заканчивается на а гласную, тогда мы будем использовать суффиксы итын, итен, начинающиеся на и краткую. И плюс личное окончание. Давайте вспомним, как мы разбирали эту формулу, чтобы запомнить ее было легче. То есть мы писали, что основа глагола плюс суффиксы а, е и краткое, плюс ты, т, плюс н и плюс личное окончание. Что такое а, е и краткое? Это суффиксы переходного времени. А у нас как звучит? Переходное прошедшее время. Если переходное, значит мы используем суффиксы переходного времени. Далее, если это прошедшее время, то используем только один вид суффиксов прошедшего времени. Это т, т, плюс н и личное окончание. И еще раз. К основе глагола сначала добавляем суффиксы переходного времени а, е и краткое, затем прошедшего времени т, т, потом н и личное окончание. Один из подписчиков мне написал в комментариях, что ему недостаточно воспринимать информацию на слух, он хотел бы ее видеть глазами, ее читать. Вот специально для него и для тех, кто проще запоминает, когда читает, я это записала. Если с местоимением мен, я, мы используем личное окончание мын, мен, а сен, ты мы используем личное окончание сын, сен, то по аналогии мы будем использовать без мы личное окончание будет без, без, сес, вы личное окончание будет сыс, сес. А теперь попробуйте объяснить, почему мен, я мы используем пару личных окончаний мын, мен, а без мы используем без, без, а не мыс, мэс. Вспомнили? Догадались? Конечно, без, без мы используем после з, ж, а также м, н и н специфическое. В отличие от местоимения мен, я, где суффиксы бын, бен мы используем только после з, ж. Хорошо. Вспомнили. Теперь давайте запишем формулу еще раз с использованием личных окончаний. Их пропишем. Но предлагаю вам ее озвучивать, а я за вами повторяю. Итак, основа глагола плюс. Правильно, атын, етен, итын, итен плюс
Правильно, личное окончание. Какое? Мын-мын, цин-цин, быз-быз, сыс-сыс. Молодцы, запомнили. А теперь давайте потренируемся, разберем на примере. Слово тасу. Носить, возить. Тасатынбыс. Как вы переведете? Правильно. Тасатынбыс мы постоянно носили. А тасатынсыс? Правильно. Вы регулярно возили. Молодцы. Следующее слово. Шишу. Снимать, развязывать, решать. Щещетенсес. Щещетенсес вы переведете как? Правильно, вы регулярно снимали. Щещетенбес мы постоянно решали. Молодцы. Следующий глагол. Кырыну. Бриться. Кырынатынбыс. Кырынатынбыс вы переведете. Мы регулярно брились. Кырынатынсыз вы постоянно брились. Молодцы. Следующее слово. Оку. Читать, учить. Напоминаю, это слово исключение. Глагол. Окы плюс йтын. Вспоминайте, как мы в переходном времени букву «ы» добавляли и кратку, и получали букву «и». То есть «ы» плюс «и» кратко будет «и». Окитен. Так? И окитенбыс мы постоянно читали. Окитенсыз вы регулярно учили. Хорошо. Следующее слово. Глагол исключения. Хою. Выливать, наливать. Вспоминаем. Если глагол заканчивается на букву «ю», то основа глагола будет заканчиваться на «и» краткую. То есть «хуй» будет основа глагола и добавляем суффикс «атын». А буква «и» краткая плюс «а» дает в результате букву «я». Куятын. Да, глагол исключения. Куятынбыс мы регулярно выливали. Куятынсыз вы постоянно наливали. Очень хорошо. Теперь давайте составим предложение. Без жасайын ауылдай жемде демалатынбыз. Как вы переведете? Правильно. Мы каждое лето отдыхали у бабушки в деревне. То есть регулярно. Раньше регулярно мы отдыхали. Потому что каждое лето. Поэтому демалатынбыз. А теперь вы попробуйте перевести на казахский язык. Вы обычно писали письма в пятницу. Здесь тоже обратите внимание. По-русски мы говорим обычно писали. На казахском мы скажем это одним словом, но в переходно прошедшем времени. Получается? Сес хаттарды жумада жазатынсыз. Молодцы. Дальше. Мы кино раньше смотрели дома. Опять раньше смотрели регулярно, постоянно. Смотрели его дома. Без кино уйди, карайтынбыз. Вот здесь тоже карау, смотреть, заканчивается основа на гласную А.
Поэтому добавляем и краткую. С и краткой начинаем. Харайтен-бис. Хорошо. Дальше. Сес мына турган кишинде туратен сес. Да, мы жили в этом жилом комплексе. И жили мы там несколько лет. То есть мы постоянно там жили. Дальше. Мы постоянно обедали в столовой. Слово «обедали» будет интересный перевод. Не знаю, получится. Вспомните. Догадаетесь. Без асханада туске ас эщитен без. Давайте разбираться. Туске ас – это обед. Туске ас эщу – это обедать. Вот давайте повторим слова такие как тангы ас – завтрак, значит тангы ас эщу – завтракать. Туске ас – обед, туске ас эщу – обедать. Кешке ас – ужин, кешке ас эщу – ужинать. Ну и поскольку мы постоянно обедали, то будет туске ас эщитен без. На этом, друзья, наш урок закончен. Мы с вами проработали, повторили, разобрали переходное прошедшее время глагола. Для местоимений мы, вы. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Также пишите в комментариях ваши пожелания. А я вас благодарю за то, что вы до конца досмотрели урок, за то, что вы занимаетесь вместе со мной. На этом все. Пока.